Друзья, приветствую вас на телеканале Якутия-24. Сегодня мы находимся, можно сказать, уже у наших друзей, хороших знакомых в творческой студии «Саин», где работает несколько мастеров, очень талантливых девушек, всегда ярких, интересных, которые проводят интересные и не менее интересные мастер-классы. Сегодня я рада познакомиться самой и познакомить вас с Уйгуланой Петровой. Уйгулана у нас является мастером, да, этой студии. Уйгулана, здравствуйте, очень приятно. Расскажите, вот, что вас сподвигло на занятие творчеством и в каком направлении, да, вы работаете? Я, получается, по специальности сама дизайнер интерьера, и поэтому как бы я всегда с детства занимаюсь творчеством, шью, там что-то делаю, рисую, и вот как я пришла в творческую студию «Саин», я веду мастер-классы по гипсу, и вот начинаем проводить мастер-классы по косоплетке. И сегодня будем вам показывать. Да, как раз мы будем делать сегодня косоплетку, да? Что это такое, если, может, кто-то не знает, для чего, да? Косоплетка — это украшение для волос, которое вот стало очень популярным в нынешнее время. В тренде, да? В тренде, да. И поэтому мы сегодня будем делать косоплетку. Ну, красота, да? Красота. Какие материалы, да, необходимые? Материалы мы будем сегодня использовать для основы кожу и тесьму, плетеную из замши. Так, также вы можете использовать тесьму бархатную, тоже для основы подойдет. И также есть у нас вот более тонкая плетеная тесьма, тоже из замши. Вот, например, цвета тоже вы можете сами подбирать. Да, самое стандартное — это вот у нас черный цвет идет, а также вот темно-коричневый. И также вы можете выбирать сами под свою одежду, под свое украшение, какой цвет вам подойдет, да, более. Для детей, например, можете более такие яркие цвета использовать, да, желтый, оранжевый, красный, например, да. А так у нас сегодня вот самые стандартные цвета, черный и темно-коричневый будет. Можем приступать, да? Да, можем приступать. Так, нам понадобится основа, кожа черная, ножницы, круглогубцы, тонкогубцы нужны будет, и нужно будет шило, чтобы это дырки сделать. И я вот подготовила наборы, вот вам тоже. И нам понадобится, самое главное, для крепления двойные кольца нужны будут. Сама основа тоже вот деталь с якутским орнаментом. Также нам нужны штифты для висюлек, чтобы крепить, да, бусины, бисер. Также вот нам нужно трубочки для конца. И вот деталь тоже с узором для конца нужно будет. Также нам нужны будут бубенцы, бубенчики. Хоба. Так. Чтобы все это красиво звенело, да? Да, красиво звенело и красиво смотрелось. Так. Для начала мы измеряем длину. Стандартно обычно берут метр, 100 сантиметров. Также вы можете сами смотреть, если вы хотите одевать как накрутное украшение, то можете чуть поменьше сделать, там 70-80 сантиметров. А также если для детей делаете, тоже там по длине волос можете смотреть, сколько вам сантиметров нужно будет. Сейчас мы измеряем 100 сантиметров. И потом, как измерили, мы начинаем отмерять, куда будем креплять украшения. Так.
Это в каком-то вот свободном порядке или как это должно быть, да? Это у нас будет начало. Мгм. И вот здесь будет конец. Мгм. Мы сначала вот начало будем отрезать пополам, чтобы для волос там крепить. Ага. Мгм. Ну, где-то примерно 10 сантиметров. Ага, на глаз Мгм. отрезаем. И вот конец тоже Тоже, нужно да? будет пополам. Тоже Где-то тоже сантиметров вот, 10, да? да, сантиметров 10 нужно будет. Ну, например, если у вас плетеная тесьма, то можете сразу вот на 3 части тоже разделить. Ага. Мгм. Расплести. Начало и конец тоже. Ну, где-то буквально тоже вот 10-15 сантиметров. Мгм. Если вы, например, будете одевать как накрутное украшение, то лучше сделать вот конец и начало одинаково. Мгм. Чтобы было у вас два в одном, как косоплетка и как накрутное украшение. Мгм. И сейчас мы отмеряем. У нас будет 7 висюлек украшений, да? Мгм. Ага. И поэтому мы сначала находим середину Так. и тут делаем дырку. Можно шилом сделать, да, 2 дырки. Либо можно ножницами, но более аккуратнее будет смотреться, если вы шилом сделаете. Так, Мгм. так, готово. И на готовую тесьму можно вот примерно на глаз. Там шило не понадобится, потому что у нас плетеная тесьма уже уже можно. как петля готовая Мгм. есть. Мгм. Поэтому примерно на глаз тоже вот серединка. 7 тоже. Раз, два, три, 4, 5, 6 и 7 можно вот так мерить. Мгм. Так, берем сначала двойные кольца, и нам понадобится тонкогубцы. Мы кольца немножко приоткрываем. Вот у нас есть по 2 дырочки, и туда просовываем. Берем. И вот так, чтобы было более надежное крепление. Нужно использовать двойные кольца. Если вы возьмете одно кольцо, не двойное, да, это может недолговечное, например. 7 колец у нас на месте. И приступаем уже к деталям с якутским узором делать висульки. Берем, нам нужен тоже тонкогубцы нужны. И одеваем штифт на деталь. Так. Крепляем. Все 3 штифта сразу одеваем. Немножко приоткрыли штифт. Так, да? Ага, крепим, нанизываем. И тонкогубцами нужно немножко Закрыть. Да? закрыть. Уйгулана, ну, косоплетка, да, она, я так понимаю, есть у многих народностей, да? Да, Ага, есть и, народности. конечно, распространена и была среди наших предков, да? Да. У якутов, саха. Мгм. Мгм. У якутов, например, волосы считаются для женщин Мгм. очень важным элементом, да, можно сказать. Мгм. Ага, и по густоте волос, да, по длине волос девушек и женщин можно определить было, то, что они вот их здоровье можно было Да, определить, кстати. да, там по густоте, по длине волос. И также вот для женщин волосы, вот косоплетка издавна считалась оберегом для женщины. Мгм. Мгм. Например, вот косоплетку для девочек маленьких, да, делали маленькие, как кисточки, не такие, как сейчас, да, длинные. Для детей, ну, девочек, кисточки маленькие шли украшением для волос. А также вот девушки, которые собирались выходить замуж, да, на выдание, то они могли одевать. У них могли быть 2 косы, и они одевали вот украшения, косоплетку. А те, которые уже вот замужние женщины,
Не сильно вот яркие, не сильно вот крупные косоплетки одевали. Более такие спокойные, да? Более скромные Ага, такие. скромные. А те, которые вот на выданье девушки, вот одевали две косоплетки на две косички, да? Они были более такие красивые, яркие, чтобы это люди могли понимать, что вот эта девушка уже готовится на выданье. Сейчас мы закончили креплять штифты на детали и начинаем креплять на двойные кольца. Так. Продевать. Это у нас начало. И начинаем одевать деталь лицевой стороной, чтобы к вам смотрела. Уйгулан, насколько вы придерживаетесь традиций якутских, раз уж у нас такая тема, да, национальная? Ага. Например, вот украшения, да, косоплетку, когда вот праздники, на выход, да, вот у меня самой длинные волосы, поэтому я одеваю их как на волосы, также как на грудное украшение одеваю. Вот. И когда вот даже на работу, да, например, вы идете, даже в повседневном, да, да? даже в повседневной жизни вы можете использовать косоплетку. Мы все детали одели, и сейчас будем уже подбирать бусины. Бисер, бусины будем одевать. Уже так красиво, да? Так, 7 у нас веселых деталей. И сейчас будем подбирать цвета. У нас есть стеклярусы, также пластиковые бусины, да, но лучше использовать стеклярусы, чтобы более красиво смотрелось, да. И наши предки тоже использовали стеклярусы, тоже вот для маленьких девочек яркие использовали, для женщин и девушек в основном металлические детали использовали, и чуть-чуть там бусины какие есть, да. У нас тут есть цвета более такие, то, что встречаются в природе, да, у нас коричневый, желтый, зеленый, да, зеленый цвет вот разных оттенков есть, да, и также вот желтый, золотистый, который мы будем использовать. Например, для мастер-класса я подготавливаю заготовки цветов, да, как они могут вот сочетаться, да, выглядеть. Те, которые на мастер-класс пришли, обычно вот теряются, когда очень много цветов, да, и не знают, какие цвета подобрать. Поэтому, чтобы им было легче увидеть визуально, как будет смотреться, я заранее делаю заготовки. Мне нравятся, например, такие вот цвета. Что-то вот, что-то такое вот. Может добавить такого. Такой можно добавить, золотистый, да, если вы чисто однотонный хотите. И вот желтенький такой, да? Прозрачный. А также для разбавления можно вот глухой цвет, желтый добавить, если желаете. Да? Так. Лучше, чтобы у нас все золотистое, например, да, чтобы там более аккуратно, более эстетично смотрелось, нужно лучше начать вот с желтого, да, чтобы хоть какое-то разделение было. Так. Потом можно сделать вот такой по размеру, тоже нужно смотреть. Лучше начать с маленьких бусин и потом уже приступить к более крупным. Так. В желто-золотистом цвете. Для того, чтобы прикрепить бубенчик маленький, мы берем, отмеряем. Мы должны сделать петлю, и для этого мы отрезаем лишнее, чтобы не сильно большая петля была. Подогнуть и отрезать, да? Подогнуть и отрезать нужно. Берем круглогубцы для петли и закручиваем. И у нас получается вот такая петля уже готовая. Туда нанизываем бубенчик.
Мгм. И закрываем тонкогубцем. Мгм. Если там криво пошло, ничего страшного, можно исправить. Мгм. И у нас первая висюлька из 3 готовая. Красиво. Мгм. Когда вы чередуете цветами, да, например, вот у нас первый будет в золотисто-желтом оттенке, и второе должно тоже вот сочетаться, чтобы не сильно выделяться. Мгм. Ага, то есть вторая тоже такая же должна быть, да? Такая же должна быть, но можете вместо желтого цвета добавить зеленый, например, да, либо красный. Мгм. У наших бабушек, дедушек, например, да, не было таких вот стеклярусов. Ну, много такого не было, поэтому они в основном делали из металла, да, вот, а в основном использовали серебро. Мгм. Якутская косоплетка, которая была здесь найдена, сейчас висит в музее в Нью-Йорке. И по этой косоплетке преподаватели из УФУ и наши якутские ювелиры сделали копию в один. Вот. И они в 2018 году представляли эту косоплетку. Ага, как презентацию сделали. И с этого времени, можно сказать, да, пошла такая популяризация косоплетки, да. Ага, и с тех времен вот уже, как сказать, с 2018 года якутская косоплетка, можно сказать, обрела заново популярность. Да? И очень многие мастера начали делать косоплетки, более такие современные, да, из разных материалов, да, и разные расцветки. Например, Стилизованные. Да, стилизованные получились, как сейчас мы делаем, да, например. А в старину, получается, вот бусин стеклярусов было мало, да, и из этого в основном они делали из серебряных деталей. И в старину в основном серебро считалось как тоже оберег, да, поэтому его всегда использовали в разных украшениях, да, и линке-бигер. Также сережки делали. И вот также использовали на косоплетках. Девушки, которые вот собираются замуж, да, они носили более такие яркие, красивые косоплетки. И они украшались обычно вот бисером, стеклярусом и также серебром. Мы приступаем делать начало нашей косоплетки, да? Немножко подрезаем уголочки и нанизываем бусины, какие у нас вот на висюльках есть, да? Мы сейчас оденем золотистый. И также стеклярус бусины большой. Наше начало готово. Сейчас приступаем к концу. Так, немножко подрезаем чуть-чуть. И мы сюда проденем еще одну тесьму из кожи, чтобы завязывать волосы. Длиной где-то тоже вот 20-25 сантиметров. Она должна быть тонкой, чтобы удобнее было завязывать волосы. И ножницами подрезаем. Делаем тоже петлю двойную, чтобы Продеть, да? продеть тесьму. Продеваем. И это у нас будет тесьма для того, чтобы завязывать волосы.
Также на него можно одеть бусины, если желаете, да. А так у нас мы сейчас сделаем конец висюльку. И завязываем, чтобы у нас деталька не падала. И наконец у нас будет тоже бусина. Ну, чем больше сделаете трубочек, тем богаче будет смотреться, если желаете. Если косоплетку делаете из кожи, то лучше использовать двойные кольца для петель, да? А если делаете на основе бархатной тесьмы, то лучше использовать нитку с иголкой вместо двойных колец. Потому что там будет материал мягче, это ткань, поэтому для кожи, для тесьмы плетеной, да, из замши использовать вот такие двойные кольца. Потому что с ниткой и иголкой их продевать очень трудно, потому что они толстые. Готово. И наконец можем одеть бисер, бусинку большие тоже. Подрезаем, чтобы удобнее было нанизывать бусины бисер. Также такой же расцветки можно продеть. Да, кстати, мне кажется, очень удобно, да, что не надо использовать иголку с ниткой. Да. Все вот делается конкретно благодаря инструментам, да, и всем вот соответствующим деталькам. Да. Наша косоплетка готова. Так, у нас расцветка чередуется. Золотисто-желтом оттенке получилось у нас, да? Также вот добавили для разбавления цвета красный. Я прям представляю, как она будет красиво светиться на солнце летом. Да, летом на СФ можно играть одеть, да. Желтыми яркими красками. На праздники, если желаете, можете одеть тоже. Также вот из таких висюлек, да, можно сделать сережки, например, да, чтобы у вас комплект получился. Ну, придем к Уюгалане на мастер-класс в следующий раз. Чтобы делать сережки. Чтобы сделать сережки. Уюгалана, вам огромное спасибо. Вам спасибо. Да, спасибо, что согласились, так хорошо рассказали нам какие-то даже исторические моменты, познакомили нас, да, наших телезрителей. Ну и, конечно, за потрясающий интересный мастер-класс. Какую-то базу вы мне дали. Огромное спасибо за это. Думаю, тоже с радостью попробую сделать дома. Ну, чего и желаю нашим телезрителям. Еще раз повторюсь, что мастера здесь очень классные, очень интересные, очень творческие. И обязательно помогут вам создать что-то красивое, новое для себя. Ну, а я с вами прощаюсь. Увидимся в наших следующих выпусках. Оставайтесь на канале Якутия 24.